Здравствуйте, дорогие друзья! Национальная библиотека Удмуртской Республики продолжает серию встреч, на которых мы разбираемся с проблемой наркомании и ищем пути решения из этой ситуации, помогаем разрешить эту проблему. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела социального служения Ижевской епархии иерей Олег Митчицков. Здравствуйте, Олег. Добрый день, Николай. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы разберемся, как же церковь может помочь в борьбе с наркоманией, какие способы и выходы решения есть из этой ситуации и роль церкви, в принципе, в процессе восстановления к нормальной жизни. На протяжении уже многих лет в Русской Православной Церкви существует программа, которая условно делится на 3 этапа. Прийти в себя, прийти к Богу и прийти к людям. И довольно успешно эту программу мы уже реализуем и в нашей епархии в том числе. У нас есть реабилитационный центр, который вмещает 16 человек. На данный момент у нас находятся реабилитанты, которые успешно проходят эту программу и посещают богослужения, занимаются трудотерапией на территории храмов нашего города, слушают духовные беседы, изучают Священное Писание. То есть подходят к проблеме в этом реабилитационном центре, в этом процессе не только, так скажем, с точки зрения физической, но и с точки зрения духовной. Осмысляют эту проблему как духовный недуг, как грех, говоря проще. И именно вот эта программа помогает им скрупулезно разобраться, как они к этому пришли и как из этого выйти, из этой проблемы, из проблемы зависимости от наркотиков или от алкоголизма. Помимо этого, помимо этой программы, у нас существуют группы для созависимых, для родственников тех людей, которые попали в эту беду. Подобные группы проходят при Михаило-Архангельском соборе города Ижевска и при соборе Святой Троицы. Помимо этого, во многих храмах регулярно мы совершаем молебны о страждущих людях, о страждущих наркомании и винопития. В такие даты, как 11 сентября, это день усекновения главы Иоанна Предтечи, это всероссийский день трезвости, и 1 января, тоже очень такая дата знаменательная, да, так скажем, в связи с новогодними праздниками, у нас проводятся молебны специальные во всей церкви о страждущих наркомании и винопития. И каждую неделю, еще раз подчеркиваю, еще раз повторюсь, во многих храмах совершаются вот эти подобные молебны для людей зависимых и для их родственников. Можете, пожалуйста, уточнить еще такой момент, сколько по времени проходит вот этот как раз процесс восстановления, если человек зависимый обращается к вам за помощью, как долго занимает этот процесс? Вообще программа, о которой я говорил выше, которая делится на 3 этапа, прийти в себя, прийти к Богу и прийти к людям, рассчитана на год. Помимо этого, люди остаются еще на определенный срок, чтобы не было каких-то там рецидивов, так скажем, повторов, срывов каких-то. Да. Программа, в принципе, она продолжается, но минимум это год. Минимум это год. Человек занимается пишет дневники, анализирует свои состояния, выравнивает свои состояния, осмысляет свою проблему. И выстраивать какую-то перспективу, как ему дальше жить, как ему дальше бороться с данной проблемой, как ему не только бороться, но и что-то достигать каких-то целей в своей жизни. В принципе, да, отвечая на ваш вопрос, программа рассчитана на год. На год. И вы сказали, что она довольно насыщена, очень много там и мероприятий, есть определенные методики. Есть ли какая-то статистика по выздоровевшим людям, кто излечился от этой болезни? Можете ли сказать, есть ли процент какой-то успешно прошедших эту программу, завязавших с проблемой наркомании? Поскольку у нас эта программа в нашем реабилитационном центре, наш реабилитационный центр существует 2 года, говорить о каких-то таких результатах уже колоссальных пока не приходится. Но для меня лично, как для священника, очень важно и для меня очень радостно, когда я вижу реабилитантов, прошедших программу, их уже несколько человек, когда я их вижу на богослужении,
они прошли эту программу, они находятся, так скажем, в свободном плавании, и они приходят на богослужение, исповедуются, причащаются святых христовых тайн, то есть участвуют в таинствах. При этом их никто не принуждает к этому. Это говорит о многом. Для меня это действительно радует. Это значит, самое главное, человек осмыслил свою проблему, да, как грех, и он пришел к Богу. И, конечно, для меня как священник очень важно, что человек, я знаю и спокоен за этого человека зависимого, что он с Богом эту проблему сможет решить. Вот. И ему будет проще решать не только проблему зависимости, но и вообще будет легче идти на жизненном пути. Вот. Да, таких случаев очень много. Вот. Вообще, если говорить в целом по России. Потому что эта программа реализуется во всей Русской Православной Церкви, на территории всей нашей Российской Федерации. И именно поэтому во многих... Все зависит от, конечно, реабилитационного центра, от каких-то внутренних традиций, вот, в конце концов, от условий, в которых они находятся. Потому что условия, соответственно, и уровень реабилитационных центров разный в разных регионах. Вот. Ну и, соответственно, статистика разная. И что-то такое вот конкретное я не могу сказать. Вот. Но то, что люди приходят к Богу, которые никогда даже и не задумывались об этом, люди, которые начинают осознавать свою проблему как грех, это большинство. А вот еще такое уточнение небольшое. Вы говорили про созависимых. Это родственники, люди, кто находится в близком окружении, те, кто попал в трудную ситуацию. Можете рассказать, пожалуйста, какой комплекс мероприятий, какая-то программа для них предусмотрена? Для них тоже существует программа, которая одобрена Русской Православной Церковью. И, конечно, вот эту проблему нельзя решать однобоко. То есть, если человек семейный, то это проблема всей семьи. Если это семейный человек, то это проблемы отца, матери, это проблема супруги. И здесь, если мы решаем только с зависимым эту проблему, то до конца решить просто невозможно. И часто бывают именно рецидивы, срывы людей зависимых именно из-за того, что неправильно реагируют и позиционируют себя родственники страждущего человека. Ну и провоцируют сами на рецидив. То есть все равно это такой ключевой, можно сказать, компонент. Да, я в этом просто уверен. Ага. Есть еще такой вот небольшой комментарий. Человек, который прошел программу, вот вы говорили, он меняется, в любом случае же происходят определенные изменения, духовные, физические с человеком. Как же сохранить вот все эти изменения, как придержаться всего этого и не сорваться, не дай бог, дальше вот на снова какую-то зависимость уйти? Ну, еще раз повторюсь, попадая в православную среду, в христианскую среду, в церковную общину, человек в какой-то степени открывает для себя мир других красок. Это и богослужебный язык, это и церковное пение, это и, значит, церковное пространство, иконы, церковная утварь. Все это колоссально влияет на реабилитанта, который проходит вот именно, значит, именно программу вот в православном центре. И безусловно, это помогает человеку, переосмыслить свою проблему и открыть, еще раз говорю, для себя другой мир. И открыв для себя мир Бога, да, вот религиозный мир, безусловно, он как бы формируется в нем определенный стержень, который помогает ему уже не сорваться, не перейти, вот, что называется, не упасть в ту яму, в которую он уже однажды упал, да, и сильно повредился. Вот. То есть в данном процессе даже, я так скажу, ключевую роль играет не руководитель, не куратор группы, если мы говорим непосредственно, да, о реабилитационном центре, а сам Христос, сам Господь Бог. Он ведет человека, как пастырь ведет своих овец.
Вот. И эти пути индивидуальны. Вот. И у каждого подход, безусловно, у Бога. Если человек открывает свое сердце для Бога в процессе этой программы, прохождения этой программы, то у каждого выход и в какой-то степени индивидуальный. Вот. И отношения с Богом индивидуально выстраиваются. И здесь уже, что называется, чужая душа потемки. Мы здесь не можем сказать, что испытывает человек, и можем только догадываться, да, какие у него отношения выстраиваются с Богом, и как он относится потом к своей прежней жизни, да, и что он планирует дальше. Но в любом случае, без религиозного осмысления у него не получается что-то в какой-то степени планировать, да, и осмыслять эту проблему каким-то нерелигиозным образом. Потому что он понимает, что это грех, это зависимость, это повреждение души и тела. Да, и вот здесь он понимает, что никто не может ему помочь, ни психотерапевт, ни какая-то другая терапия, не психолог, а именно Господь Бог. А все остальное только как инструменты, которые спомоществуют ему разрешить эту проблему и разрешать ее в процессе всего своего жизненного пути. Вот. Кто может к нам обратиться? Вот тут прозвучал вопрос. Любой человек, но, как правило, конечно, в нашем реабилитационном центре находятся люди, которые дошли до определенного порога, то есть у которых призывы, приводы в полицию были, да, и уже проблем возникали с законом, так скажем, да, вот. Ну и, конечно, все свободны, все граждане могут обратиться и получить эту помощь. Если мы говорим про реабилитационный центр, прийти в группы, о которых я тоже выше говорил, помолиться на молебне, это любой человек может, как зависимый, так и созависимый, так и его родственник. Вот. Любой человек, даже человек, который не страждет, который хочет просто трезвиться, он тоже может посещать данные молебны. Потому что мы все прекрасно понимаем, вот люди, которые занимаются, наши коллеги, кто занимается данной проблемой, они в один голос все говорят, что лучше заниматься профилактикой, лучше предупредить, нежели с последствиями разбираться. Потому что лечить уже человека намного сложнее, нежели предупредить эту болезнь. Поэтому церковь всегда была за трезвение. В церкви существует такое понятие, как обет трезвости. И опыт других епархий показывает, и наши епархии показывают, что родственники, которые сами не имеют никакого отношения к злоупотреблению алкоголем или наркотиками, да, они берут обет трезвости для того, за своих близких, для того, чтобы пропагандировать здоровый, трезвый, самое главное, образ жизни. Да, молиться за людей, которые страждут от данной проблемы. Наркомания или алкоголизма. Детей своих, я знаю такие случаи, допустим, в Екатеринбургской епархии, когда дети священников, которые занимаются трезвостью, утверждением трезвости в епархии, дети священников принимают обеты трезвости, дети, дабы потом не было случаев, соприкосновения с данной проблемой. И дети уже с детства формируют в своем сознании не только здоровые, потому что здоровье и трезвый образ жизни — это не всегда, так скажем, тождественные понятия. Именно трезвый образ жизни формирует в своем сознании. Вот так. Поэтому всякий человек может прийти на эти молебны, на эти группы, послушать, поучаствовать, помолиться, потом и пообщаться в этих группах. Традиционно строится таким образом. Сначала совершается молебен с участием священнослужителя, и потом общение по программе. Еще раз подчеркиваю, повторяю, это Михайловский собор, Михайло-Архангельский собор кафедральный и Троицкий собор. Такие группы проводятся. Что ж, действительно, церковь очень большую поддержку и помощь оказывает людям, которые попали в такую ситуацию. Мы благодарим еще раз вас за такой содержательный рассказ, за такие пояснения и комментарии. Напоминаем, что у нас также проходит еще серия встреч. Дальше у нас тоже будет много очень интересных гостей, еще много полезной и нужной информации про борьбу с наркоманией. А на сегодня, дорогие друзья, у нас все. Может, есть еще что-то последнее подытожить, сказать нашим зрителям? Хочется всем пожелать трезвого образа и здорового образа жизни. Божьей милости всем вам. Храни всех Господь.